Всех рад приветствовать. Спасибо за приглашение на это мероприятие. Очень радует то, что именно сами представители определенных регионов сами участвуют в мероприятии, сами представляют свои регионы. Это очень важно, потому что не каждый сможет донести информацию так о своем регионе, как непосредственно житель и участник. Меня зовут Эльдар Салаватович, я сам являюсь нагаем карагашем. В Астраханской области традиционно проживает 4 группы нагайцев. Это карагаши, утары, юртовские и кундровские нагайцы. Наше нагайское этнокультурное движение в Астраханском регионе, которое я представляю, существует уже порядка 3 десятилетия. Первые энтузиасты, создатели общества Берлик, переводится «единство», начали с того, что стали возрождать именно региональную нашу нагайскую культуру на базе имеющегося фольклора. Вначале наши активисты, зная о родстве с другими группами нагайцев, это вот, например, Северного Кавказа, это Чечня, Чеченская республика, Нагайский район Дагестана, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, часто приглашали их к себе, проводили совместные мероприятия. При этом в то же время на уже сложившиеся начали с того, что стали возрождать региональную нашу. И уже сложившиеся коллективы стали включать в свой репертуар истинно местный фольклор. То есть я хотел бы зачитать несколько фамилий, которые сейчас, на данный момент, именно на тот момент, то есть, извиняюсь, были самыми такими активными. Это вот, например, Базира Капарна Ахмамбетова, Абдурахман Абдрахимович Махмудов, Тахира Хамитов Наджар Мухаммедов, Рашида Утимуханна, Азад Даутович Имзалиев, Роза Рахимовна, Рива Хамзяевич. Вот. Во главе всех их, грубо говоря, стоял наш аксакал, наш уважаемый Равиль Утимухамедович Джуманов. Это был как первопроходец. Вот. Хочу тоже уточнить, что это были люди, которые относились к нашей интеллигенции, это не были какие-то, грубо говоря, там, дети или там, школьники или еще кто-то. Да? Это были вполне состоявшиеся люди, которые заботились исчезновение аутентичной этнической традиции. Позже эту эстафету передали, не передали, а переняли наши уже участники нашего общества ЕДГ. Вот. Хотелось бы также еще сказать, что в годы советской власти у нас были свои носители эпической традиции. Это Узын Нугай Джиры, это Абдулла Шамуков, также Толгау и Джиры Пубай Ашагалиев. Пубай Ашагалиев это является моим дедом по матери. Вот он был знатоком эпосов, также от него именно получили такой эпос, как Асан Кайгы. Это легенда об основании именно Астрахани, города Астрахани. Был такой, там рассказывается о том, что был такой Аштархан, Батыр, который основал Астрахань, а ему именно Асан Кайгы подсказывал, как ему это обосновать и как ему это все упорядочить. Также есть сейчас в настоящее время также имеется Расяль Мухамедова, до сих пор является носителем карагашской версии эпоса Арю Амед. Это золотой артынский эпос времен хана Джанибекова. Этими примерами я просто хочу показать, что наши так называемые аксакалы, те, кто стояли у истоков данного нашего движения, они не создавали какую-то новую или там что-то, ничего не выдумывали, а именно они основывались на свою богатую эпическую традицию нашего нагайского народа. Также хотелось сказать, что сейчас у нас, у астраханцев нагайцев, имеются свои музыкальные и танцевальные коллективы, выходят книги. Например, такие небольшие, как пример, просто я привез такие
мы небольшие сделали. И вот такие вот. Тоже здесь рассказывается именно вот я привез именно, это просто представитель Карагаш Ногайской подгруппы, поэтому вот здесь рассказывается вкратце, очень вкратце о том, что просто хотя бы ознакомить людей, кто такие ногайцы Карагаши. А здесь, в этой брошюре, уже более подробнее рассказывается о всех группах астраханских ногайцев. Хочу также еще раз уточнить, что в этом движении, вот, которое вот началось в 80-х годах, в нем принимали участие все, не только карагаши, но и ютовские ногайцы, и, в том числе и карагашские. При этом вот, с самого начала, именно с 80-х годов, ногайские активисты нашей вот, Астраханской области ощутили противодействие с определенных кругов Казани. Я не хочу сказать, что вот именно вот весь народ, да, но есть в нашей среде, у астраханских тоже живут татары, и все мы там живем в дружбе и согласии. Все друг друга знают, понимают, все друг друга различают, понимают, что это все разные, да. Но, как говорится, наличие ногайцев в Астраханском регионе это сейчас вот является общепризнанным таким фактом. Так представители, например, татарстанской науки, вот такие, как просто вот скажу, да, Дамир Исхаков, Фаил Фатрудинов, вот они и там еще несколько человек, да, как в то время, так и до сих пор предпочитают видеть в астраханских ногайцах именно часть татарского народа. Схожим образом, также и в прошедшей переписи мы испытали сильное информационное влияние и прессинг в публикациях, видео и на телеканалах, имеющие негативный окрас в отношении ногайцев в Астрахани в том плане, что мы якобы искусственный этноконструкт, и, дескать, в Астрахани нет и не было никогда никаких ногайцев. Несмотря на все это, нам за эти 3 десятилетия удавалось увеличить свою численность за счет тех людей, которые осознали свою историческую идентичность. В переписи, вот, которая была в 2021 году, мы достигли цифры в 9,5 тысяч человек и стали 4-м по численности этносом в Астраханской области. Это после русских, казахов и татар. К сведению скажу, что в 2010 году переписи записалось около 7,5 тысяч человек, а до этого в предыдущей переписи около 4,5 тысяч. Просто некоторые люди, они не осознают, они многие не интересуются вот этими процессами, и были моменты, что как вот в советское время даже не спрашивают, просто писали и все. Татарин, грубо говоря. Как при развале Союза. На Украине же жил, что правильно. Как писали при развале Союза, да, потом в Татарстане. На Украине. Однако в последнее время хотелось бы указать, что это примерно где-то около 15 лет последние у нас в Астраханской области, а в частности в ногайской среде, и в целом в ногайском этносе возникла новая проблема, еще одна. То есть мы еще с одной не смогли до конца разобраться, здесь уже началась вторая проблема. Дело в том, что определенные круги из так называемых элит, опять же, не весь народ, а именно вот определенные элиты Республики Казахстан, с которой наша Астраханская область граничит, стали вынашивать идеи ассимиляции ногайского народа и проводить в этом направлении конкретную деятельность. Так, например, выпускаются книги и даже учебники для вузов, в которых декларируется, что ногайцы и казахи это якобы один народ, но просто с разными названиями. Якобы так просто исторически как-то получилось. Таковыми являются работы Иркина Абиля, а также Кузимбай-Улы, в которых также выпускаются учебники в казахстанских вузах. Это вот, в частности, учебники по истории, в которых это все указывается, что якобы астраханские и остальные подгруппы ногайцев, это с казахами это якобы когда-то разделенный народ один. Кроме того, активно действует эта часть казахской общественности в интернет-пространстве. Это так называемые информационные боты, которые снимают фильмы,
и передачи, в которых также пытаются проводить идею о тождестве и единстве нагайцев и казахов. Если вы в Ютубе или где-то в интернет-пространстве откроете любое видео с названием «Нагайцы» или еще что-то, и зайдете в комментарии, вы увидите там полным-полно этих комментариев, что вот вы там часть казахов, туда-сюда. Хотя, вот опять же, основываясь на рассказе своего деда, да, которого из Казани приезжали, из Дагестана приезжали, ученые, которые исследовали вообще пути миграции нагайцев, он рассказывал, что мы, вот именно карагашская сторона, да, пришли с Кубани. То есть это вот Кочеево, Пятигорск, между Астраханью и Пятигорском, вот так, район Пятигорья. И также дополнительно это все опровергается и генетикой, и нашими менталитетом с казахами, мы немного разные. Среди казахского народа очень много, конечно, хороших людей, я не спорю, но просто здесь дело в том, что если народ разный, это он разный просто, и все. Такие же идеи пытаются внедрить и в обыденное сознание казахского народа, в том числе и на территории Астраханской области. При этом, как мы помним, казахи впервые появились в Астраханской области в 1801 году именно с разрешения Павла I. Исторически нагаи и казахи — это два разных народа, что доказано всеми остальными. Также вот генетикой, например, можно привести данные Баязита Юнусбаева. У нас различается язык, материальная культура и этнография. Это вот внешний вид и там, вообще даже вот взять юрты, у нас все это по-разному. То есть также у нас, однако, многие казахские общественники, представители науки не раз высказывались в том, что историческое и культурное наследие нагайского народа должно принадлежать только казахам. Но Султан Абишевич Назарбаев во время своего правления, когда он приезжал с визитом в Республику Татарстан, в Казань, он также говорил о том, что якобы Сюинбике является казашкой, что ее отец Би Юсуф, правитель Нагайской Орды, был казахом. Они поставили в Актюбинске тоже памятник Бию Ведиге, это прародитель, основатель, грубо говоря, да, Нагайской Орды, поставили ему памятник, проводят конференции, посвященные нашим именно нагайским эпосам. Они так и называются, Новая Журлары, да, но при этом они говорят, что они просто так называются, а так они чисто казахские. Ну, логики, конечно, в этом мало. Надо сказать, что представители казахских элит не ограничились только лишь публикацией книг и статей. Они совершают поездки в Ногайскую степь Дагестана, по Астраханской области и на Кубань. По сути, охватывая все места компактного проживания ногайского народа. Так, например, некто Аскар Абдулин, по его собственному признанию, бывший кадровый офицер спецслужб Казахстана, объехал все места проживания ногайцев и неоднократно посещал представителей ногайской интеллигенции, при этом пропагандировал среди них антироссийские идеи. Дарил различные подарки, в основном казахского наклона, и провозглашал единство наших народов. В 2015 году журналисты телеканала «Казахстан», «Урал», а ныне Хабар-24, объехали все места проживания нагайцев в России и начали именно с Астраханской области. Позднее некто Сапар Искаков совершил путешествие по местам проживания нагайцев вместе с экспедицией. Они снимали передачу «По следам предков». И те, и другие активно агитировали в пользу единства нагайцев и казахов. В передаче «По следам предков», которая вышла на казахстанском государственном телеканале «Казах ТВ», она до сих пор доступна на канале YouTube, прозвучали антинаучные сведения о том, что якобы астраханские казахи — это потомки Астраханского ханства. И, дескать, Астрахань была основана казахами, в то время как о прямых потомках, именно о жителях именно Астраханского ханства, именно о юртовских нагайцах, вообще не было сказано ни одного слова. Хочу привести пример. Во многих интернет-ресурсах нагайские деятели культуры среди веков, это вот, такие как Шалхиз Тленшоулы, Каз Туган Сюнушулы, Асан Кайгы и другие, названы именно казахами.
Или, например, в онлайн словаре казахского языка Суздык.kz утверждается, что Карагаш, то есть нагайцы-карагаши, это небольшой род в составе казахского народа. Данным примером я хочу продемонстрировать целенаправленную пропаганду по присвоению данного наследия нагайского народа, его эпосов и его исторического наследия со стороны определенных кругов Республики Казахстан. Дело в том, что до присоединения Астрахани на территории современной Астраханской области располагались Астраханское ханство и Ногайская орда, чьими правопреемниками является наш народ. Исторически ногайцы приняли русское подданство еще в XVI веке при Би-Исмаиле, если речь идет именно о Большой Ногайской орде. Сегодня все основные научные и культурные центры ногайского народа находятся именно в России. И я хотел бы тоже подчеркнуть то, что вот именно наше существование до сих пор, то, что вот именно ногайцы находятся на территории России, это именно благодаря вот политике, вот планомерной, правильной политике именно Российской Федерации. То, что если бы мы, например, оказались бы, скорее всего, в другом каком-то тюркском, то, скорее всего, нас уже давным-давно уже ассимилировали. Сегодня все основные научные и культурные центры Ногайской орды находятся именно в России. Мы неоднократно в своих мероприятиях и обращениях говорили и провозглашали о том, что ногайцы это именно российский народ в настоящее время. И наследие ногайского народа принадлежит Российской Федерации. Это можно увидеть в резолюциях, проведенных нами круглых столов и других мероприятий. Мы идем твердым пророссийским курсом. Я лично от имени ногайской общественности Астраханской области неоднократно делал обращения и в YouTube-каналах, и в других интернет-ресурсах в поддержку специальной военной операции и мобилизации без всякой разнарядки сверху. Наша организация неоднократно тоже организовывала гуманитарную помощь и на Донбасс, и на передовую нашим военнослужащим, да. Потому что наша общественность, именно вот, да, мы переживаем, именно мы хотим и мы выступаем за сохранение целостности государства нашего и наших границ. А у этих представителей казахской элиты есть желание присвоить ногайское наследие с целью претендовать на территорию, на которой исторически проживал ногайский народ. То есть, если они каким-то образом внедрят в головы, в умы ногайцев, которые проживают в Астраханской области, в Чеченской республике, в Крыму, в Дагестане, в Ногайском районе Дагестана, сейчас вот у нас есть тоже Ногайский район, в Карачаево-Черкесской республике, в Ставропольском крае, что якобы казахи и ногайцы один народ, тогда у них сразу появляется возможность претендовать предъявлять какие-то претензии территориальные именно на места компактного проживания нашего народа. Вот. Поэтому мы вот хотим представители, у них есть желание присвоить ногайское наследие с целью претендовать на территорию, на которой исторически проживал ногайский народ. А это нынешний юг России, Кавказ, Крым, Сибирь, в том числе и Башкирия. Они надеются на дестабилизацию и развал России. В итоге я хочу акцентировать ваше внимание на том, что на территории Астраханской области с представителями именно казахского народа у ногайцев нет никаких проблем. Мы проживаем рядом, также поддерживаем друг друга в различных мероприятиях. У нас имеются тоже межнациональные браки. Здесь все видят различия, видят какие-то сходства. Но в начале прошлого года, когда в Республике Казахстан были по причине беспорядков жертвы, мы тоже принимали участие. Я как руководитель Ногайского общества, в Астраханской области, регионального общества, принес искренние соболезнования в связи с этими жертвами. Вся именно деструктивная деятельность идет со стороны определенных кругов Республики Казахстан.
Как думается нам, их целью является деконструкция здравых межнациональных отношений и прочие далеко идущие планы по образцу украинизации Казахстана. Хотелось бы уточнить, что казахов потихоньку настраивать против России, создают миф о том, что все золотоордынское, все наследство золотоордынское принадлежит именно Казахстану, а Россия якобы враг и захватчик. Вот такая вот потихоньку идет пропаганда. Накачивают националистов. Поэтому я призываю представителей научного сообщества, общественников и государственных деятелей обратить на данную проблему особое внимание, а также оказать поддержку нашему нагайскому народу в отстаивании своей идентичности. У нагайцев нету другой родины, кроме России, а потому мы, нагайцев, и вправе получать, так же как и все остальные народы, эту помощь. Нагайцы должны по праву занимать достойное место в многоэтническом российском государстве, а эпосы, история должны стать неотъемлемой частью общероссийской идентичности, потому что иначе этим бесценным наследованием воспользуются другие. И это может повлечь определенные большие проблемы. Как говорится, самый лучший способ решить проблему — это профилактика. Спасибо большое.